Новая игра от Euphoria Games, дата выхода Glitchmore, куча новых игр, Абонент 3 и еще многое другое в моей рубрике «Игровые новости» за июль, сентябрь и август. Будет жарко. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! Перед тем, как я скажу вам дату выхода новой игры от Keeplerians Glitchmore, поговорим о платформе Keeplerians. Она называется Keeplerians Network. Точных дат выхода пока нет, но есть план. Сначала глобальное улучшение оригинальной трилогии Ice Cream с альтернативными историями. Все это будет доступно в формате подписок. Вот как это выглядит на деле. Первая убирает рекламу, а вторая добавляет в игру эксклюзивные маршруты, истории и головоломки. Но некоторые из них можно будет открыть и бесплатно. Все это будет добавляться в будущих обновлениях, которые, я надеюсь, выйдут до конца этого года. Также улучшит графику и освещение вместе с анимациями, и все это в рамках лишь только первой версии платформы. Нас ждет внутрисистемная валюта в двойном количестве и даже целое подобие сервера Discord для общения фанатов на любом языке. А перед тем, как я расскажу вам о втором акте Schoolboy Runaway, поговорим о выходе Glitchmore. Начнем с вот этого фото. Мастерская майка, где можно заметить дверь в туалет. И вот этот стол с чертежом, который, я уверен, пригодится нам для создания оружия против монстра. А вот что касается выхода игры, то очень вряд ли, что выйдет она в этом году. На данный момент мы больше не имеем ни единого тизера и каких-либо подробностей, а значит, игра будет разрабатываться еще очень долго. По моим прогнозам, возможно, мы увидим новинку весной следующего года или же в начале лета. Судя по вот этому обращению, кепы сами явно не рады такому исходу событий, ведь если бы Glitchmore вышел в этом году, то трейлер мы бы, возможно, увидели уже в октябре, а тизер уже сейчас. Но разработчики затихли, подкидывая фанатские рисунки и кормя нас обещаниями, что Keeplerians Network вот-вот выйдет в свет. Но вот что точно должно порадовать нас в этом году, так это второй акт Schoolboy Runaway. На моем канале выходил самый масштабный выпуск теорий и доступен по сей день. Ищите на канале. Если кратко, то моя мысль указывает на то, что обнова выйдет в конце осени, но возможен перенос на новогодние каникулы, чтобы, возможно, так сказать, вернуть летний вайб, когда он так нужен. Может быть, ждать придется до января, кто знает. В основном большая часть локаций, как и сам сюжет и головоломки, готовы. Сейчас идет активный процесс внедрения новых механик и реализация всего геймплея в целом. Не стоит забывать, что Антон параллельно внедряет в игру все больше фишек, чтобы показать свои навыки и креативность. Короче говоря, работы осталось явно немало, но смею заявить, что вероятнее всего больше половины пути уже точно пройдено, и ждать остается с каждым днем все меньше. Ну а перед тем, как узнать, что там вообще творится в Brawl Stars, хочу задать тебе вопрос. Ты шаришь за Super Dark Deception? Если что, это ретро-версия популярной хоррор-игры Dark Deception для телефонов в пиксельном виде. Я думаю, ты шаришь. А знаешь, откуда можно узнать абсолютно все новости и информации по игре? В телеграм-канале Super Dark Deception вышло обновление, появились какие-то секреты и новые локации, автор канала обо всем расскажет и покажет. Здесь выходят посты с интересным содержанием и оформлением, а сам канал называет себя вторым по популярности в русском комьюнити. Ты фанат игры? Тогда чего сидишь? Ссылка в описании. Подписывайся, а мы продолжаем. Перед Brawl Stars хочу рассказать вам о выходе новой игры от Euphoria Games, а точнее о ее разработке. Помимо того, что Horror Tale 3 собрал более 1 миллиона скачиваний, разработчики рассказали, что активно работают над ихней новой игрушкой. Это будет не хоррор, а упор усилится на увлекательный и затягивающий геймплей с необычным для студии визуалом. Игра должна включать элементы тайкуна и айдол аркады, и вот так выглядит игровой персонаж. Весь геймплей будет построен на добыче, продаже и обмене ресурсов с помощью как раз вот этой штуки. Дата выхода новой игры неизвестна и выйдет явно не скоро, и ждать новинку придется не раньше зимы. А вот в Brawl Stars в последнем обновлении мы внезапно получили целую коллаборацию с Subway Surfers, состоящую из целого режима Subway Run и 8 временных способностях Subway Supers.
Бля, во что превращается игра? Также обновили путь к славе, и теперь он наполнен новыми наградами и отсылками на Парк Стар. Вместо мастерства теперь рекорды, новая валюта и совершенно новая система получения наград за выполнение заданий за определенных бойцов. А что касается сентябрьских изменений, то нам добавили 2 новых бойца – Зигги и Мина, и они введены в систему Бравл Пасс или Power League Pass. Это, короче, новый подход к выпуску мифических бойцов, гарантированного получения через ящики. Будущий ивент на Хэллоуин, а еще внезапное обновление логотипа игры, честно, мне не нравится. А теперь, что насчет новой игры на ваш компьютер перед тем, как мы перейдем к быстреньким новостям? Встречайте Silent Hill F. Одна из самых ожидаемых новинок, которая уже вышла. Это самостоятельная история в знаменитой серии, на этот раз с абсолютно новым японским лицом. Новый взгляд на классику. Разработчики сознательно ушли от западного сеттинга и создали 100% японский хоррор с уникальной эстетикой ужаса в прекрасном. Вместо ржавчины и крови здесь красота красных цветов сплетается с ужасающими образами. В игре нет огнестрельного оружия. Героиня использует подручные предметы, трубы, ножи, у которых есть прочность. Бой требует тактики. Важно уворачиваться и использовать систему концентрации для контратак. Это смелая и амбициозная попытка переосмыслить легендарную серию. Если тебе интересен японский хоррор с глубоким повествованием и ты не боишься сложного боя, эта игра определенно заслуживает твоего внимания. А вот теперь быстренькие супер-мега новости. В Google Play добавили персональные профили со статистикой и достижениями, встроенный ИИ-помощник Sidekick на базе Gemini для подсказок прямо в играх, и еще турниры и лиги Play Games Legends. Первый турнир по Subway Surfers. PUBG Mobile объявили о коллаборации со Skibidi туалетами. Roblox запустил свой TikTok Roblox Moments для самых смешных и интересных моментов игры. Состоялся релиз самой масштабной сборки Realism Craft 2.0 для Майнкрафта. Анонсирована новая версия движка Unreal Engine 6. Запланирован выход Marvel Rivals Mobile. Состоялся глобальный релиз Pokemon TCG Live. Ведется разработка 5 ночей с Тимохой 5. Вышел фильм Exit 8 в российских кинотеатрах по одноименной хоррор-игре. Вышел трейлер фильма 5 ночей с Фредди 2. Новинка выходит уже 5 декабря. Рубрика «Новинки игр». Хотите хоррор? Как насчет новой игры от MJ Studio Terrible Educator? Это страшилка от первого лица, в которой вы попадаете в детский сад учительницы миссис Ти, которая явно этому не рада. Недавно вышло обновление, обязательно загляните. No, I'm Not Human. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, где аномальная солнечная активность делает нахождение на улице днем невозможно. Население начало вести ночной образ жизни. Задача игрока – защитить свой дом от гостей, потусторонних существ, почти идеально имитирующих внешность человека. Гости стучатся в двери убежища только в темное время суток, но среди посетителей могут оказаться обычные люди. Игра доступна в официальном релизе в Steam. А теперь мне бы хотелось бы с вами серьезно поговорить. Почему нет видео? Потому что я в 10 классе и хочу не только много учиться, но и отдыхать. Я вас не бросаю, а прямо сейчас активно делаю новую и финальную часть абонента, которая расставит все на свои места раз и навсегда. Я не могу. Ответь на вопрос. С чего ты взял? Это не шутки. Прости, это моя вина. Я просто хочу жить. Абонент 3. Финал. Сюжет переписывался более 10 раз, и я надеюсь, достиг пика того идеала, который я и вы хотите. Скоро выйдет трейлер, подробности в моем телеграм-канале, ссылочка в описании. Подписывайтесь на мои другие видеохостинги, социальные сети, потому что, кстати, на Рутубе у меня есть монетизация, поэтому если хотите поддержать меня, то Рутуб — это идеальный для этого способ. Смотрите видео там, если вам, возможно, нравится Рутуб. Ну а на этом я это видео заканчиваю. Вот такие вот дела. Я вернулся, и теперь ролики будут выходить еще чаще. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. До скорого.